19 февраля на календаре, и как и все будние дни, вместе с телеканалом «Якутия-24» мы начинаем с самой утренней, самой уютной, самой семейной программы «Утро Якутии». Мы вновь рады приветствовать вас. Меня зовут Павел Танин. Вместе с командой «Утро Якутии» мы подготовили, как всегда, много всего интересного, полезного и важного, что поможет ваш день сегодня, как минимум, провести в хорошем настроении, а может и достичь всех целей, которые вы на сегодня себе поставили. Главное, оставайтесь вместе с нами в течение ближайших 50 с небольшим минут, и все это обязательно получится. Сегодня будем говорить про разные вещи и про фигурное катание, даже затронем тему, про креатив в образовании, который применяется, нужен ли он или все-таки классическая подача знаний намного эффективнее. Это все узнаем узнаем в разговоре вместе с нашими гостями, поэтому следите за эфиром, и все будет хорошо. Также не забывайте про наш телеграм-канал, в котором всегда много интересного публикуется в течение дня. QR-код видите на экране, или же просто можете в поисковике написать «Утро Якутии слитно» и найдете наш канал. И главное, не забудьте нажать кнопочку «Подписаться». Не будем затягивать, по традиции начнем, конечно же, с информации о погоде. Сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от минус 30 до минус 26. В заречной группе минус 33, минус 26. В южных минус 20, минус 13. В Вилюйской группе минус 32, минус 23. В Нижнеленских минус 32, минус 29. В западных 28-21 градусов мороза. В Колымо-Индигирской группе улусов 42-21 со знаком минус. В Янских минус 38, минус 23. На северо-западе минус 39, минус 28. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 26 градусов, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается небольшой снег, а температура воздуха в днем прогнозируется на отметке минус 20, минус 22 градуса. Между прочим, сегодня, 19 февраля, отмечается день рождения синаптической карты. Это географическая карта, на которой условными знаками нанесены результаты наблюдений многих метеостанций. Такая карта дает наглядное представление о состоянии погоды в данный момент, причем день рождения юбилейный, потому что именно 170 лет назад директор Парижской обсерватории Урбен Клаверье представил Парижской академии наук оперативную карту погоды в Европе на интервал времени между 9 и 10 часами утра того же дня. А первая в истории науки синаптическая карта, составленная по погодным данным, присланным в Париж телеграфом из ряда европейских городов, в свою очередь положила начало Всемирной службе погоды. А о других памятных событиях сегодняшнего дня узнаем далее. На календаре 19 февраля. Сегодня отмечают Всемирный день защиты морских млекопитающих, День орнитолога в России. По народному календарю в укол телятник, жуколы. Считалось, что с этого дня начинают появляться на свет телята. Говорили, что мороз в этот день обещает бурную весну, сухое и жаркое лето. Этот день в истории. 19 февраля 1855 года считается днем рождения синаптической карты. Начало эры аудиозаписи. Томас Эдисон в этот день получил патент на фонограф. В 1918 году в этот день начался ледовый поход Балтийского флота. В 1921 году вышел первый номер газеты «Труд». В 1938 году, 19 февраля, закончила работу первая в мире дрейфующая научная станция «Северный полюс-1». А в 1990 году в этот день появился на свет графический редактор Photoshop. В этот день родились Николай Коперник, польский астроном, математик, автор гелиоцентрической системы мира; Никифор Бегичев, мореход, землепроходец, исследователь русского севера; Алла Ларионова, советская актриса театра и кино; Эльза Леждей, советская актриса, заслуженная артистка РСФСР; Юрий Антонов, советский российский певец, композитор, поэт, народный артист России. Именины сегодня у Александра, Анатолия, Арсения, Василия, Дмитрия, Ивана, Кристины, Максима, Марии, Марфы, Севастьяна и Юлиана. Через несколько минут поговорим про успехи якутских фигуристов, о чем сказали в самом начале. С нами этими успехами поделится гость нашей студии. А прямо сейчас коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях, после чего мы вернемся.
Далее блок новостей. Готовьтесь к пенсии заранее. Социальный фонд России по Якутии рекомендует гражданам начинать подготовку к выходу на пенсию минимум за год. За 2 года до предполагаемой даты выхода на пенсию Социальный фонд уведомляет граждан о необходимости сбора документов. Для подготовки к пенсии необходимо обратиться в клиентскую службу фонда по месту жительства. Выплата назначается с даты подачи заявления, но не ранее возникновения права на нее. Последние дни в соцсетях активно обсуждается тема неприятного запаха в Якутске. Горожане утверждают, что в воздухе чувствуется гарь. Первая догадка пользователей интернета: произошло возгорание городского полигона. Однако представители власти эту информацию опровергают. МУП «Жилкомсервис» информирует, что полигон работает в штатном режиме, а его работники круглосуточно следят за порядком на территории. А тут у нас полигон открытого захоронения. Тут сортировки мусор как таковой пока нету. И, соответственно, органика часть все равно приезжает к нам сюда. Она имеет определенный запах, но даже здесь вот рядом, прям стоя на сердце рабочей поляны, мы его не чувствуем. Он, конечно, есть, но он не такой едкий. Естественно, он до города дойти никак не может. Самое главное, тут, слава богу, у нас возгорания нету и, соответственно, запаха тоже нету. А то, что горожане жалуются, ну, это не от нашего полигона, это, возможно, какое-нибудь другое предприятие или другое производство. Проект строительства Жатайской судоверфи в Якутии будет осуществлен в 2 этапа. Проектно-сметная документация отправлена на госэкспертизу. Сейчас строительная готовность объекта составляет свыше 86%. Завершается первый этап реализации проекта, который предусматривает создание судостроительного комплекса и комплекса по утилизации списанных судов при объеме инвестиций свыше 8 миллиардов рублей. В Госдуму внесен законопроект, упрощающий ремонт объектов культурного наследия, связанных с памятью о военных конфликтах. Авторы инициативы, среди которых зампредседатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская, предлагают заменить обязательные многочисленные согласования уведомительным порядком. Сейчас упрощенный порядок ремонта действует только для памятников Великой Отечественной войны. Для остальных объектов, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах военных конфликтов, требуется пройти около 13 согласований, прежде чем начать работы. Законопроект призван избавить от излишних согласований процедуру восстановления объектов культурного наследия. В июле 2026 года в Вилюйске состоится 15-я спартакиада по адаптивным видам спорта «Джулур», которая соберет более 1000 спортсменов с инвалидностью. Члены организационного комитета обсудили подготовку к мероприятию во время отчета правительства в Вилюйском районе. Заместитель председателя правительства Сергей Местников подчеркнул, что ожидания спортсменов накладывают большую ответственность на организаторов. Для проведения соревнований планируется задействовать 5 спортивных и культурных объектов, а для размещения делегаций подготовлено 21 образовательное учреждение. Были обсуждены вопросы мест проведения, приведения их в соответствие, проведения ремонтных работ, мест проживания, питания спортсменов и гостей спартакиады. У Вилюйска очень хороший опыт в проведении крупных спортивных мероприятий. В 2009 году здесь были проведены игры «Манчары», в рамках которых были построены спортобъекты, которые на сегодня находятся в отличном состоянии, но тем не менее необходимо провести, конечно, подготовительные ремонтные работы. Фигурное катание – это не только красота и грация на льду, но и годы упорного труда, дисциплины и настоящей командной работы. Как воспитать чемпиона, с чего начинается путь к успеху и какие ошибки чаще всего совершают родители, мечтая о спортивной карьере своих детей. Сегодня на эту тему мы пообщаемся с Еленой Татариновой. Она тренер с многолетним опытом, а также является председателем Федерации фигурного катания на коньках в Республике Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот, собственно, да, фигурное катание, спорт, перечислили, да, что это и дисциплина, и граничащая с грацией и красотой. Тем не менее, помимо физической подготовки, потому что когда говорим про спорт, это все-таки физподготовка, помимо физической подготовки, какие еще, наверное, качества данные важны для ребенка, чтобы понимать, да, он может в фигурное катание? Ну, самое главное для, наверное, любого вида спорта, не только для фигурного катания, это упорство и трудолюбие.
Вот эти два качества, они важны для ребенка. Когда ребенок трудолюбивый, он, конечно, на тренировках выкладывается на все 100% и старается больше, но еще, может быть, немножко перфекционист. А можно ли эти навыки развить, или они должны быть врожденные? Если можно развить, как вы их развиваете у своих воспитанников? Трудолюбие, конечно, развивается, потому что дети к нам приходят в маленьком возрасте, в 4-5 лет, и постепенно. Сначала это игровые формы, да, мы привлекаем спортсмена к занятиям, да, ну а потом ребенку, когда уже начинается нравиться, ты уже постепенно больше нагрузку ему даешь. И это ежедневные тренировки, конечно, ребенок становится трудолюбивым. Но немаловажная роль, если мы говорим про детский спорт, это, конечно же, родители, потому что куда дети без родителей, какую поддержку должны, наверное, оказывать родители. И самое главное, наверное, как не перегибать палку, да, не давить, потому что, ну, там, если почитать книги, литературу, статьи и так далее, существует все-таки психологическое, когда родители пытаются там свои амбиции как-то через ребенка такое. Реализовать, это бывает во вред, наоборот. Это бывает во вред, да. Вы знаете, родитель и тренер, когда в тандеме в одном, это хороший результат для ребенка. Он всегда достигнет каких-то успехов на своем пути. И немаловажно, когда родитель поддерживает ребенка, помогает ему, слушает наставления тренера и привносит, но не накладывает на него свою ответственность, ну там свои, вот как вы выразились, амбиции и желания. Да? А может быть такой, вот если говорить про тандем все-таки, ну если говорим тренеры, родители, это тандем, и как бы сразу представляешь, что тренер, ну тренер, он должен быть строгий, он должен быть вот все вот четко, железно, как сказал, отрезал. Родитель, значит, должен быть такой мягкой стороной этого тандема. А бывает ли такое, и вообще, ну, нормально ли это, когда вот приходится немножко поменяться сторонами, что вот как бы родители, наоборот, с той стороны прям такие жесткие? Бывает, родители немножечко усердствуют, не всегда это на пользу. Но иногда это тоже зависит от характера ребенка, иногда необходимо, чтобы и родитель немножечко смотивировал. Ну вот помимо вот этих психологических моментов, скажем так, вот этого треугольника спортсмен, родитель и тренер, да, с какими еще, может быть, трудностями сегодня юные фигуристы сталкиваются, ну, возможно, даже просто там с точки зрения развития спорта там в регионе, опять же, или в стране как таковой? Вы знаете, у нас сейчас такой век, нам все доступно. Мы, не прилагая усилий, можем получить любое удовольствие, любую хотелку. Вот это вот очень мешает. Потому что действительно научить трудолюбию. И когда ребенок привык, что ему все можно, допустим, кушать, он покушал, за него помыли посуду, посудомойку там, и так далее. То есть у него нет никаких обязательств. И в спорте без обязательств ничего ж не достигнешь. Это очень мешает. Вот именно это. Такая расхлябанность появляется. Да. А как вот, допустим, с этим можно бороться, опять же, да, в условиях, если мы там возьмем, ну, условно, лет 40, да, там еще там, советская доктрина, когда мы должны ехать, там, мы изначально готовим олимпийских чемпионов, скажем так, и там была и строгость, и дисциплина, и тому подобное, ограниченность, доступность там всего. Сейчас все наоборот. Как сегодня с этим борются? Ну, работаем. Чисто психология разговора. А другой момент немаловажный, да, у ребенка, конечно, стресс бывает, может быть, в какие-то моменты. Опять же, соревнования, когда мы с вами до эфира разговаривали, что иногда приезжают, у нас мало зрителей ходят, приезжают на большие арены, там много зрителей, просто теряются от такого количества глаз. Вот как помочь с этим справиться? Как тренера помогают с этим справиться? Как родители могут помочь с этим справиться? Только опыт. То есть, когда вот сейчас мы синхронное катание развиваем, да, и у нас есть командный вид спорта. Вот, кстати, мы, кажется, видим сейчас. Да, вот фрагменты соревнований. И получается, на трибунах очень много людей. И так как это командный вид спорта, там все поддерживают, кричат. Даже мы приехали, когда первый раз на соревнования, нас никто не знает. Зрители придумали кричалку, и когда мы вышли на старт, они стали кричать. А для наших детей якутских, когда у нас очень мало зрителей, это... ну, страшно. И тут только опыт поможет. То есть мы должны выступать на публике часто, чтобы к этому привыкнуть. Такой иммунитет получить. Да. Да, от этого всего. Ну вот мне понравилось, что в этом рассказе, что вы приехали, да, в другой город выступать, и просто не родители детей ваших, да, выступающих, а совершенно другие поддерживали команду. А такое часто бывает? В синхронном катании постоянно. В одиночном катании немножко по-другому. Там все конкуренты. А в синхронном поддерживают? Конечно, если мы говорим, допустим, о чемпионате России, естественно, там зритель приходит смотреть, и там поддерживают каждого спортсмена. Но когда
когда мы говорим о внутренних соревнованиях, все равно там в каждом разряде несколько участников, и они друг другу соперники. Поддерживают, конечно, но в Москве это было просто ошеломительно. Мы испугались все. Хотя, казалось бы, цель-то была другая, наверное, да, у зрителей абсолютно. Ну, конечно, да, цель была поддержать. Ну, немаловажный фактор, конечно, это мотивация. Вот как вы мотивируете своих воспитанников, и, может быть, какой-то совет родителям, который не обязательно в фигурном катании, мотивация — это же всегда важно, какой-то совет родителям, как мотивировать ребенка? Должна быть цель. Должна быть цель, и при достижении этой цели какое-то вознаграждение. В спорте, конечно, это медаль, это пьедестал, это гимн. Поэтому, в принципе, у спортсменов мотивации много. То есть родителям тоже можно какие-то вот эти спортивные истории с мотивацией применять? Да. У нас же проходят еще теоретические занятия, да, и, конечно, мы детям рекомендуем смотреть наших великих фигуристов. Они смотрят, вдохновляются, им нравится их прекрасное катание, да, и они тоже хотят стать такими же. Поэтому, все методы хороши. Ага. Ну, Елена, спасибо вам большое за эту беседу. Вам хорошего дня, успехов дальнейшей в вашей деятельности, ну и новых побед вашим воспитанникам. Большое самое спасибо. главное. Ну, а мы продолжаем. Спорт, конечно же, это залог бодрости духа, но чтобы быть бодрым, не обязательно заниматься спортом профессиональным. Достаточно иметь в своем распорядке дня достаточное количество активности. В этом, например, может помочь утренняя зарядка, и мы вам ее предлагаем сделать. Доброе утро, наши дорогие! Ну что ж, продолжаем наш мини-фитнес-марафон. Поехали, девочки! Шаг, 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 шаг. Еще. Разогрев. Выдох, 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 выдох. С носочка. Мягкое колено. Плечо раскрыто. Дышим. Дышим. Еще. 3, 2, 1. И вдох, выдох. Поехали. Вдох и выдох. Еще. Вдох и выдох. Крайний. Вдох, выдох. Переходим к нашей основной тренировке. На коврике. Уходим на колено. С прямых рук работаем. У нас будет мах бедра в сторону. 20. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Меняем ножку. Начали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закончили. Далее переходим на отжимания с колена в широкой постановке рук. Отстраиваемся. Корпус в положении планка, таз не проваливаем и не задираем домик. 3, 2, начали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Слегка потянулись назад, ягодицы увели на пяточку. 3, 2, 1. Растем. И переходим на проработку мышц брюшного пресса с акцентом на талию. Садимся. Будем работать с вами в скручивании. Оторвали ножки от коврика, ручки в замок. Скручиваемся, локоть заводим за спинку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Хорошо. Обхватили себя за колено, оттянули спинку назад. Прожмите плечо вниз, разведите лопатки в стороны, дышим. 3, 2, 1. Прижали животик к бедру. Занимайтесь спортом, занимайтесь с нами по утрам, и вы будете заряжаться бодростью на целый день. До новых встреч! Конечно, гимнастика также благоприятно влияет на наше здоровье, но для его сохранения одной зарядки недостаточно. Тут нужно помнить, что лучшее лекарство – это профилактика. Не помешает также осведомленность о том, какие в принципе проблемы со здоровьем и из-за чего могут угрожать нашему организму. И в этом вопросе вам поможет наша рубрика «Мой доктор». Доброе утро! Как справиться с проблемами щитовидной железы? И что самое главное, как понять, что они есть? Итак, щитовидная железа имеет форму бабочки и располагается у основания шеи спереди от трахеи. Щитовидная железа служит главным регулятором обмена веществ в организме. Наиболее часто нарушение функции щитовидной железы встречаются у женщин старшего возраста. Если функция щитовидной железы снижена, она вырабатывает недостаточно количество тиреоидных гормонов, и в результате чего развивается так называемый гипотиреоз. У пациентов с гипотиреозом метаболизм замедляется. Если функция щитовидной железы повышена, она вырабатывает избыточное количество гормонов, что приводит к развитию гипертиреоза. Состояние гипертиреоза характеризуется ускорением обмена веществ. Гипотиреоз встречается чаще, чем гипертиреоз. Основные симптомы, на которые следует обратить внимание, это снижение веса при обычном питании, тревожность и раздражительность, учащенное сердцебиение, часто более 100 ударов в минуту, широко раскрытые, выступающие вперед глаза, дрожь в руках, сильная слабость, выпадение волос, частый стул, быстрый рост ногтей, тонкая и очень гладкая кожа, усиленное потоотделение, нарушение менструального цикла. Нелеченный гипертиреоз может привести к развитию нарушений сердечного ритма, нерегулярным сокращением сердечной мышцы, иногда осложняющимися инфарктом миокарда. Кроме того, у женщин в постменопаузе гипертиреоз вызывает риск развития остеопороза. Это потеря костной плотности и тяжелых переломов. Используется консервативная терапия тиростатическими препаратами, что позволяет заблокировать выработку гормонов щитовидной железой, а также терапия препаратами йода. Терапия проводится под тщательным наблюдением, поскольку изменение уровня гормонов щитовидной железы оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Оперативное лечение – это удаление щитовидной железы, у этих пациентов достаточно рискованно. Вызывает беспокойство тот факт, что у пациентов пожилого возраста нарушения функции щитовидной железы часто остаются недиагностированными, и поскольку симптомы у людей этой возрастной группы менее выражены, чем у более молодых. Также симптомы могут быть расценены как проявление процесса старения, в результате чего люди рискуют не получить своевременное лечение. Будьте внимательны и будьте здоровы! Еще одной угрозой для здоровья является лишний вес. И дело даже не в каких-то навязанных стандартах красоты, а в том, что лишний вес сказывается на многих процессах в нашем теле. Но лишние килограммы могут появиться не только у человека. В 2023 году волонтеры в Нижнем Новгороде нашли и привезли в ветеринарную клинику страдающего от ожирения пса Кругица. Однако сегодня этого малыша уже не узнать. Под присмотром специалистов собака похудела со 100 до 48 килограммов. Врач-терапевт, диетолог Светлана Осяева рассказала, что Кругиц попал в клинику по программе отлова бездомных животных. Тогда он был в тяжелом состоянии и не мог самостоятельно передвигаться.
В первую очередь ветеринары поставили задачу скорректировать питание хвостатому, чтобы снизить нагрузку на больные суставы. По рентгенограмме у пса были многочисленные остеоартриты, то есть у собаки уже деформировалась походка и суставы. Но на данный момент вес Кругица стабилизировался, поэтому специалисты потихоньку переводят собаку с лечебной диеты на обычный корм. Сейчас пес стабилизировался, у него фиксированный вес. Мы потихонечку сходим с лечебной диеты, переходим на физиологические корма. Также мониторим его вес. Болевого синдрома, с которым он поступил изначально, не мог нормально подниматься, передвигаться, сейчас уже не наблюдается, он спокойно передвигается. По поводу его социализации у нас был, в принципе, небольшой формат проведения работы с зоопсихологом. Мы проводили с ним антистресс-программу. Это такой комплекс мероприятий, связанный с повышением уверенности собаки в себе, с повышением безопасности, предсказуемости обстановки. Отчасти похожая история произошла этой зимой в Якутске. Горожане с умилением наблюдали за историей другого располневшего пса Толстого. История о располневшей собаке продолжает волновать сердца якутян. И о том, как же все-таки сложилась судьба животного. Нашли ли хозяев, мы узнаем из репортажа Надежды Кузнецовой. Радостно виляя хвостом, гостей встречает ныне хозяин собственной территории, пес, известный нам под прозвищем Толстый. Вот только теперь его ласково называют Мишей. Хозяйка собаки Наталья Красноштанова рассказала о том, как решилась на этот ответственный шаг взять Мишу к себе. Ну, изначально мы жили на Петровского, на 5-м этаже, и мой сын, когда приехал домой, и говорит, там на ЕКСМК живет большая такая собака, Толстый его называют. Так жалко его, говорит, все кормят, гладят. И он очень часто об этом нам рассказывал, про Мишу. И потом мы осенью решили уже переезжать в частный дом. Мы продали квартиру, купили частный дом. Я стала ездить на работу, я стала замечать Мишу там на остановке ЕКСМК. Потом я читала статьи про него, что там пишут люди, что ищут Миши хозяина, что хотелось бы, конечно, приютить. И в один день, когда я приехала домой, мы с мужем давай разговаривать. Я говорю, Валера, помнишь, мы с тобой говорили, что мы частный дом возьмем, мы из приюта возьмем 2 собак обязательно. Вот первого мы взяли Жеку, он там чуть дальше у нас сидит. И потом уже узнали про Мишу, что он ищет дом, хозяинов. И мы, сидя за столом, сын, муж и я, и мы решили все-таки Мишу уже взять к себе. Волонтеры фонда «Четыре лапки» приехали навестить ставшего им родным пса. И, конечно же, не с пустыми руками. Наше общение не заканчивается с ними. По возможности также будем навещать. Где-то получится, если может быть, какой-то специальный вид корма передадим, когда весной собаки больше едят уже сушку, летом, потому что ему, конечно, надо худеть. Но с Мишкой сейчас гуляют ежедневно по минут 40, по часу на прогулке он ходит. Я думаю, все равно это, конечно, поспособствует его сбросу веса. По словам Натальи, поначалу пес неохотно ел теплую пищу, и ей приходилось докармливать его с рук. Но сейчас у собаки прекрасный аппетит и самочувствие. Мы находимся у семьи Красноштановых, которые отозвались на призыв забрать Мишу к себе, чтобы пес наконец обрел дом и семью. И можно сразу заметить, как ему здесь нравится. К весне семья планирует обновить ограждение их участка, устранить щели, чтобы Миша мог свободно бегать по территории и был в отличной физической форме. Надежда Кузнецова, Георгий Григорьев, Якутск. Что ж, вот такой пример заботы о братьях наших меньших. Кстати, к слову, мир животных, он очень многогранен. Человек, как правило, контактирует только с домашними, или в крайнем случае видит диких зверей в зоопарке. А ведь по количественному исчислению мир животных намного больше человеческого. Увы, существуют представители фауны, находящиеся на грани вымирания. Мы знаем, что они занесены в Красную книгу. Но существует и другой справочник о животных. В него занесены виды, которые вживую мы уже никогда не увидим. Называется этот справочник «Черная книга». Подробнее о ней расскажут наши юные коллеги.
Красная книга – это книга, куда входят редкие и исчезающие виды животных, растений или грибов. Впервые в 1949 году был составлен список редких и вымирающих видов, которую предложили назвать Красной книгой. А что же такое черная книга? Это книга о тех животных и растениях, которые навсегда вымерли и исчезли с лица земли по вине человека. Известно, что по последним данным исчезло навсегда 844 вида животных и около 1000 видов растений. А более подробно об этой книге мы узнаем в Северо-Восточном федеральном университете. Черная книга или черный список – это животные и растения, которые вымерли по вине человека. Ну, так условно, оно отчитывается с 1500 года примерно. Такие вот вымершие виды по вине человека, например, это стеллеровая корова. У нас она жила на территории Тихого океана в России, у Командорских островов. Это была такая вот крупное млекопитающее морское из группы сирен. Ну, как такой, что-то вроде тюленя, но травоядный. Но к тюленям он не относился, это отдельная группа сирены. Растительноядный, ел морские водоросли, был очень большой, там под несколько тонн он весил. Был очень спокойный, не агрессивный, поэтому люди на него начали охотиться. Что мы можем сделать для того, чтобы сохранить нашу природу? Как избежать того, чтобы животные и растения не попали в черную книгу? Человек оказывает большое влияние на всю планету, на все экосистемы. Поэтому мы должны оберегать это все. Не мусорьте, учитесь хорошо, любите родную природу, изучайте, интересуйтесь, какие виды, какие животные, какие растения у нас живут в родном крае. Берегите природу, не загрязняйте ее, не истребляйте животных и будьте добры к окружающему миру. Диана Сивцева, Ниргун Старостин, Якутск. А вот, кстати, еще одно отличие человека от животных – это возможность оставить о себе память. Вот, например, жизнь мастера продолжается в творчестве у учеников. И как пример, Афанасий Петрович Мунхалов, народный художник РСФСР, график, лауреат Государственной премии Якутии имени Аюнского. Его звания и регалии можно перечислять очень долго, но главное и неотделимое от его имени – это вклад в изобразительное искусство Якутии. Афанасий Мунхалов – это не просто творчество одного человека, это целая эпоха и его графическая школа. А работа «Солнце светит всем» в 60-е стала визитной карточкой Якутии. Об одном из самых известных мастеров якутской графики, работы которого вошли в золотой фонд советского искусства, расскажет наша рубрика «История в кадрах». Здравствуйте, меня зовут Ирина Григорьева, я ведущий археограф Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Эту знаменитую графику слушают мир, знают те, кто хорошо знаком с творчеством народного художника РСФСР, лауреата Государственной премии Якутии Афанасия Петровича Мунхалова. Четкие силуэты, крупные формы, энергичные штрихи отточены с филигранной точностью. На кадрах Восточно-Сибирской кинохроники молодой художник после окончания Московского государственного художественного института имени Сурикова. Здесь Мунхалов передает свои знания молодым графистам. Несколько лет Афанасий Петрович преподавал в художественном училище. Затем был избран председателем правления Союза художников ЯССР. В составе экспедиции Афанасий Мунхалов очень много ездил на север, особенно в Колымские районы, где кочевой быт оленеводов сохранился в исконных формах. Впечатления от этой поездки легли в основу серии «Мой север». За эту работу художник в 1966 году первым удостоился звания лауреата Якутской республиканской премии имени Платона Аюнского. Такие работы, как «Тихий разговор», «На праздник», «Слушают мир» закрепили творческие успехи Афанасия Мунхалова, поставив его в ряд талантливых художников советского искусства и стали визитной карточкой Якутии на всесоюзных и зарубежных выставках. Листы Мунхалова отражают индивидуальность и наследие народа Саха. Художник одним из первых изобразил быт, традицию, можно сказать, почву, историю Якутии. Графика становится логичным продолжением технических приемов древней обработки дерева, бересты и кости. Эксперты называют Афанасия Мунхалова одним из самых самобытных и сильных представителей российской художественной культуры и даже смелым новатором якутского искусства XX века. Художник, который создал со своими коллегами графическую школу, вывел якутскую графику на международный уровень, педагог,
воспитавший не одно поколение графистов. Сейчас его дело продолжают ученики, которые работают в разных жанрах – в живописи, графике, книжной иллюстрации. Заложенная мастером техника в его учениках до сих пор отражает самобытность якутской культуры. Работы Афанасия Мунхалова хранятся в Третьяковской галерее, в Музее изобразительного искусства имени Пушкина, в Русском музее Санкт-Петербурга и в Дрезденской картинной галерее в Германии и во многих частных коллекциях во всем мире. На белом снегу, как на листах ватмана, появляются штрихи известной картины. Творческие энтузиасты художника Дома народного творчества АЛГ и культурного центра Айлан в честь 90-летия народного художника Якутии и РСФСР устроили необычный подарок. Чурапчинцы, вдохновленные графикой, слушают мир и решили перенести черно-белую графику на снежный ватман. Около 2 дней на общей площади в 651 квадратных метров чурапчинцы вручную воссоздали знаменитую картину. Участники отмечают, что создание снежного мурала появилось в дань глубокого уважения и любви к мастерству народного художника Афанасия Петровича Мунхалова, который навсегда оставил свой след в изобразительном искусстве Якутии. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно. История родного края очень важная вещь. В ней отражаются не только какие-то события, выдающиеся люди, но и культура с традициями. Говоря, кстати, о них, нужно понимать, что полноценное их сохранение невозможно без сохранения языка. Поэтому предлагаем вам очередной урок якутского языка в нашей рубрике «Изучаем язык». Сегодня мы будем учить цвета на якутском языке. В этом мне поможет Аня. Аня, как ты думаешь, какой цвет самый яркий вот из этих? Мне кажется, красный. Правильно, я тоже так думаю. Красный цвет. На якутском это будет кыхыл. Кыхыл. Синий цвет на якутском языке состоит из 2 слов и звучит как «Каллан кюрэ». Каллан – это небо. Кюр – это синь. И получается у нас «Каллан кюрэ». Синий как небо. Еще раз. «Каллан кюрэ». Каллан кюрэ. Молодец. Слово «зеленый» также состоит из 2 слов. От – это трава. Кюр – это синь. И получается у нас от кюрэ. Повторим еще раз это сложное слово. От кюрэ. От кюрэ. Молодец. У тебя очень хорошо получается. И, наконец, желтый цвет. Желтый на якутском языке – это арагас. Арагас. А теперь немного поиграем. Хочешь поиграть? Да. Отлично. Давай попробуем сделать башню из этих кубиков. Я называю цвет, а ты делаешь башню из кубиков. Хорошо? Угу. Так, сначала берем кыгыл. Так. Следующий кубик у нас каллан кюрэ. Молодец. А теперь берем арагас. Отлично. И завершаем от кюрэ. Отлично. Я уверена, что вы вместе с Аней запомнили эти цвета. Мы сегодня выучили названия основных цветов на якутском языке. В следующий раз будет еще интереснее. Керсех кадери. Керсех адери.
Одним из источников цветового разнообразия являются на нашей планете, конечно же, цветы. Возможно, даже они побудили человечество к созданию разных красителей. И если вы хотите, чтобы ваша квартира или сад превратились в настоящую оранжерею, то без знания дела не обойтись. И в рубрике «Сад-огород» мы постоянно делимся советами. И сегодня поговорим про удобрения. Доброе утро, дорогие телезрители! Помните, мы в декабре с вами сеяли эустомы. И вот наши эустомы сейчас вот такие красавицы. Они до сих пор сидят в торфяных таблетках. Также под торфяной таблеткой у нас находится вермикулит, чтобы таблетки наши не сильно высыхали. Под лампой они себя очень прекрасно чувствуют и поэтому вот растут. И сейчас как раз настало время для того, чтобы делать им удобрения, чтобы корневая система их была хорошей и здоровой. Самое популярное удобрение для эустом называется компотик. Это когда мы добавили удобрение HB101 и Энерген Аква. Как мы делаем этот компотик? На 250 мл мы добавляем 1 капельку HB101 и 7 капелек Энергена. И очень аккуратно поливаем вот не на листья, а рядышком. А через неделю мы уже добавляем другое удобрение, чтобы была очень сильная корневая система. Это уже селитра кальциевая. Эустомы мы не кушаем, поэтому можно их удобрять всегда, но осторожно. Вот даже познавательно наша программа проходит, всякими разными полезными советами делимся, узнаем через них, конечно, что-то новое об окружающем мире. А вообще, вот насколько важно образование, это понятно, а вот насколько креатив в образовании важен? Или все-таки классический подход важнее, когда по классической схеме детям знания передают, и они учатся? Вот об этом мы поговорим чуть позже с еще одним гостем нашего эфира. Но это после небольшого перерыва на сводку новостей от наших коллег. Продолжим говорить о самых заметных событиях к этому часу. Госдума готовится принять во втором чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, это позволит еще примерно 5 миллионам российских семей воспользоваться правом на мат-капитал. Он отметил, что, несмотря на внешние вызовы, государство продолжает выполнять социальные обязательства и расширять меры поддержки граждан. Сразу 28 автомобилей отправились в районы республики для нужд больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Это стало возможным в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Новые УАЗы отправились в частности в Алданский, Горный, Чурапчинский, Намский и многие другие, в том числе арктические районы республики. Отмечу, что работа по обновлению транспорта планомерная. Ведется с 2018 года в рамках президентского нацпроекта. Только за прошлый год обновили 46 машин. Всего же за 6 лет действия программы больницы Якутии получили более 300 новых автомобилей. Отзывы, конечно, очень хорошие, и потом это же долгожданное, это движимое имущество, которое, собственно, ждут наши отдаленные населенные пункты, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты. Это необходимый транспорт, это все, что необходимо сейчас нашим медорганизациям, помимо инфраструктуры, еще, конечно, вот такое движимое имущество для того, чтобы, во-первых, для передвижения, для того, чтобы приезжать к пациентам. Это, конечно, не скорая помощь, но это, во всяком случае, допустим, для того, чтобы передавать лабораторные исследования в центральные районные больницы. То есть это необходимый транспорт.
8 условно пострадавших за час эвакуировали сотрудники МЧС во время учений. Их вывели из здания Вилюйской геологоразведочной экспедиции в масках. Еще 94 сотрудника эвакуировались через запасные выходы. По легенде, пожар вспыхнул и охватил более 100 квадратных метров актового зала, а задымление распространилось на верхние этажи строения, где остались геологи. Всего в учениях по тушению задействовали 46 человек и 12 единиц техники. Служба реагирует согласно расписанию выезда. Это включается прежде всего пожарно-спасательный гарнизон, пожарные подразделения, взаимодействующие структуры, военизированные горно-спасательные части, скорая медицинская помощь, полиция, администрация района и города. В Якутске пройдет конкурс ледовых и снежных скульптур «Мы – дети Севера». С 25 февраля стартует 7-й всероссийский конкурс ледовых и снежных скульптур имени Михаила Максимова. Как сообщили в мэрии города, конкурс призван поддержать развитие традиций художественной обработки льда и снега, а также популяризировать это искусство среди юных мастеров. Участники конкурса будут соревноваться в 2 номинациях. Ледовые скульптуры будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, объединенные темой «Мы – наследники Победы». Конкурс снежных скульптур пройдет в свободной тематике. К этому часу это вся информация. До встречи в эфире. Спасибо нашим коллегам. А вот еще одна новость небольшая. Индийский 14-летний вундеркинд Арьян Шукла поразил мир своей молниеносной математической точностью, установив сразу 6 мировых рекордов. Юноша складывает, умножает и делит огромные числа быстрее, чем большинство людей успевают ввести их в калькулятор. Шукла из индийской Махараштры впервые привлек внимание мировой публики, когда за 25,19 секунды сложил 50 пятизначных чисел на итальянском шоу «Lo Show de Record» в феврале 2024 года. С тех пор он не переставал тренироваться, совершенствуя свою технику. Уже в феврале этого года в Дубае 14-летний математический гений принял участие в серии испытаний, которые оказались сложнейшими даже для опытных людей, которые увлекаются счетом в уме. Однако Арьян не просто справился с задачами, он установил 6 мировых рекордов в один день. Секрет его успеха – ежедневные тренировки и баланс. Ведь, несмотря на юный возраст, он очень дисциплинирован. Он проводит 5-6 часов в день за тренировками, сочетая их с учебой и личными увлечениями. Но помимо тренировок, также важно уметь хорошо отдыхать, говорит мальчик. Ему в этом помогают, конечно, в том числе медитация сахаджа-йоги. Она делает его более спокойным и сосредоточенным. Также, когда Арьян не решает сложнейшие примеры, он любит читать книги, особенно приключения и детективные всякие рассказы. Играть в видеоигры любит, а также путешествовать. Именно благодаря своим математическим талантам он уже побывал во многих странах, чем как бы одно из увлечений удовлетворил. Вот такая вот новость в пользу возможности обучения и важности обучения и закрепления своих непосредственно знаний. Но в современном мире, где технологии и информация развиваются с невероятной скоростью, образование перестает быть просто вот процессом передачи знаний, да, как мы привыкли. Оно становится пространством для творчества, экспериментов и развития навыков, которые помогут будущим поколениям адаптироваться к вызовам завтрашнего дня. И здесь на первый план выходит креативная индустрия. Сегодня вот об этом как раз поговорим. О чем, да, как креативные индустрии меняют образование, делая его не только полезным, но и невероятно интересным. И у нас в гостях Дмитрий Жирков, старший преподаватель, руководитель арт-резиденции креативных коммуникаторов Северо-Восточного федерального университета. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Ну вот да, задали мы такую планку креативной индустрии, роль в образовании. Как вообще, по вашему мнению, какую роль они, креативной индустрии, играют в современном образовании? Могут ли они более увлекательным помочь сделать сам процесс образования и в то же время эффективным? Несомненно. Я думаю, что современный педагог, выстраивая свою работу, координирует ее с системой, которая соответствует современному образованию. Это, конечно же, мы говорим про интерактивность, про цифровизацию, про визуализацию и, несомненно, и графикацию. Именно эти параметры и определяют облик нынешнего образования, потому что они соответствуют запросам последних поколений, которые, как известно, отличаются и клиповостью мышления, и веглостью погружения в текст, и преобладающим визуальным аспектом восприятия учебного материала. И поэтому здесь, конечно же, нам на помощь педагогам приходит креативная индустрия. Креативная индустрия именно как возможность творчески трансформировать учебный материал,
подавать его в неожиданной, оригинальной, аутентичной форме. И в этом смысле нам, педагогам, необходимо наверняка приобщаться к креативным индустриям не только как зрителям, но и в том числе как новаторам, создателям. Да, реформаторам, да, и создателям вот этого учебного контента. А вот есть какие-то вот прям живые примеры, как креативные индустрии внедрены в образование? Я думаю, что здесь можно привести в качестве таких образцовых эталонных примеров, пусть даже модели, которые, может быть, напрямую не соответствуют системе образования, но они непосредственно с этим связаны. А в этом смысле на первые планы у нас в стране выходит, конечно же, арт-кластер Таврида, амбассадором которого я был в 2023 году. Это как раз-таки целый кластер, находящийся в Крыму, который показывает возможности, самые широкие, самую широкую палитру, разнообразную, многообразную, того, как креативные индустрии могут работать и как молодежь может в них погружаться. В этом смысле вторая такая интересная модель была реализована в 2024 году в Казани при поддержке президента Владимира Владимировича Путина и при участии стран СНГ был проведен большой турнир фиджитал спорта. Это как раз-таки возможность участникам почувствовать себя, с одной стороны, игроками известных видеоигр, с другой стороны, попробовать свои силы в классических видах спорта, в том числе в управлении дронами, роботами. Оттуда и название фиджитал, то есть диджитал, цифра и физическая составляющая. И для нас, педагогов, эти модели есть как раз-таки, может быть, такое поприще, которое могло бы нас вдохновлять, и мы могли бы на основе таких примеров создавать что-то свое на своих уроках. Ну вот мы сейчас говорим больше с точки зрения преподавательства, как креатив в образовании применять, а вот с точки зрения воспитанников, наоборот, насколько важно креативность развивать в учениках, студентах, и как сегодня это можно сделать? Я могу рассказать про свой личный пример, потому что, наверное, исходить стоит из этих позиций, потому что мы, хотя вроде бы и филологи, и обучаем своих студентов литературе, русскому языку и важности их сегодня, и продвижения, сохранения, развития, тем не менее погружаем их в творческие креативные индустрии. Таким образом, за последние 4 года мы и попробовали себя и в медиаиндустрии, попробовали себя и в киноиндустрии. И последний наш проект, актуальный, буквально на следующей неделе мы представим на сцене Большого культурного центра «Сергеевские огни» целое театрализованное шоу. И теперь мы уже погружаемся в искусство театра. И для нас это каждый раз новый вызов. Каждый год мы пытаемся пробовать различные виды креативных индустрий, не оставаться на одном, чтобы для молодежи это всегда было что-то новое, что-то свежее. И их как раз-таки умения, навыки, в том числе профессиональные, расширялись и углублялись благодаря вот этим самым индустриям. Опять же, просто всегда творчески мыслить помогает, и у них это, наверное, воспитывается. Несомненно, потому что вроде бы даже, когда мы говорим про медиаиндустрию, и вроде бы кажется, что мы пытаемся сделать из них блогеров, на самом-то деле задача такая не стоит. Мы хотим, чтобы они, создавая тот же литературный блог, осваивали основы сценарного дела, как монтировать материал, как визуализировать контент, как его продвигать, чтобы они развивали навыки, умения выступления перед камерой, а это совершенно другие умения публичных выступлений. Вот для нас это является архиважным, чтобы через креативную индустрию, через эту игру в креативной индустрии мы могли развивать самые нужные навыки для их будущего. Вот говоря про будущее, говоря про навыки, которые вы перечислили, возможно, как бы вы уже ответили на мой вопрос следующий, но, может быть, еще что-то есть. Вот как раз-таки навыки, вот, связанные с креативными индустрией, какие будут востребованы в будущем, там, хотя бы на рубеже 5-10 лет, потому что, может быть, что-то поменяется, и что-то уже нужно еще дополнительно детям, студентам давать возможность изучать. Несомненно, в этом смысле креативная индустрия развивает очень важнейшие навыки будущего, навыки, которые определят профессии будущего. Мы говорим как раз-таки о мягких, так называемых гибких навыках. Это кооперативность, умение работать в команде и создавать командный продукт. Это коммуникативность,
умение вступать в диалоги, разумеется, критичность, пропускать все через анализ, через интерпретацию материала и, конечно же, самое главное, конечно, креативность. Это навыки будущего. Вот эти вот 4К. Без них никуда. Без них никуда. То есть, в принципе, даже если мы возьмем какие-то классические специальности, вот, ну, там, условно, вот есть там, и инженер обычный. Хотя нет, инженер плохой пример, там все равно всегда креативить надо. Да. Инженеры те еще креативщики. Ну, взять того же, там, условно, там, слесарь, сварщик все равно уже без этого будет труднее. Абсолютно верно. И когда вот как раз-таки наши ученые, исследователи, в том числе футурологи, которые обращают вот этот взгляд в будущее, не только на 5 и 10 лет, но даже на ближайшие 50 лет, они говорят, что именно эти навыки определят мир будущего, вне зависимости от того, представитель какой профессии будет перед нами, о каком мы сейчас фантазируем. Это действительно самые важные нужные навыки. Вот как раз-таки помощь здесь креативных индустрий, она просто неоценима. Ну и не так много времени остается. Тоже вопрос, наверное, банальный и простой, тем не менее. Да, сегодня разные технологии появляются. Дополненная реальность, виртуальная реальность, там, нейросети и так далее. Как это все помогает применять в образовании креативный подход? Цифровые индустрии на самом-то деле здесь может быть серьезная ошибка у педагогов, которые погружаются в этот мир, может быть, даже не являются специалистами в этой области, а в том, что они применяют так называемый инструментальный подход. То есть они относятся к цифровой индустрии как к инструменту, как к средству. А на самом-то деле это цифровая культура, которая требует тоже соответствующего и уважения, и отношения. Поэтому здесь может быть только равноправный диалог, и искусственный интеллект определит мир будущего. Это очевидно. Дмитрий, ну спасибо за эту интересную беседу. Вам в вашей деятельности, дальнейших успехов, конечно же, хорошего дня. Ну и на этом мы с вами, дорогие телезрители, прощаемся. Желаем вам тоже, чтобы сегодня все прошло замечательно. Достигайте своих целей, а завтра вновь мы увидимся, будем встречать уже завтрашний день. Хорошего вам дня, до встречи.